somuda, что Fуда. Батыр, я же тебе сказал, я не пью. Отрывок из спектакля по пьесе Шадыжева «Золотой укол» показывает горькую правду. Жизнь, полная красок и любви, для молодого парня обрывается в один миг из-за опасной и разрушительной зависимости и неумения выбирать друзей. Один из них и подсаживает его на смертельную отраву. Это спектакль, маленький кусок из этого спектакля, своего рода наш протест этой болезни наркомании. Мы постоянно в спектакле всегда это говорю, когда подходит молодежь. Если в результате этого спектакля не то что остановится, даже если испугается как одна молодая душа, будем считать, что наша работа породила не зря. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств. В зале собрались представители правоохранительных органов, общественники и молодежь республики. Старший доходчиво объясняет, какой вред несут наркотики и как необходимо бороться с этим злом. Тут вопрос номер один – это профилактика. Номер два – выявление. И номер три – лечение. Где, как, в какой последовательности восприятие этого лечения вот выявленных наркоманов и больных людей в нашем обществе, восприятие лечения этих людей, больных людей в семье, в кругу семьи, и, как я сказал, восприятие этого общества, какие ценностные ориентиры. И в конце концов уже назрела пора нам говорить, уже специализированные центры нужны, не только врачи-то лечат человечество, понятно все, но вот где узкая грань, где вот этот центр, в обязательном порядке уже центр нужен. По статистике, 50% наркоманов погибают спустя полгода после регулярного употребления, 13% доживают до 30% и лишь 1% до 40%. Также от 30 до 80% самоубийств совершается в состоянии наркотического опьянения. Именно это и хотят сегодня донести до молодежи организаторы встречи. Цель этого мероприятия – профилактика по противодействию наркомании. Сегодня мы призываем молодежь действовать, сказать, что жизнь без наркотиков, чтобы здоровый образ жизни вели, занимались спортом, привлечь еще больше молодежь к проблеме вот этой заразы, которая сегодня существует. Вот, чтобы молодежь у нас вела здоровый образ жизни, занималась спортом. Наркомания за последние десятилетия превратилась в грозную опасность, игнорировать которую не могут ни врачи, ни педагоги. Неправда, что наркотики убивают слабых. Наоборот, именно они делают людей слабыми и безвольными. Так считают и студенты ИНГУ. Я отношусь к наркотикам крайне отрицательно, ведь наркотики влияют на здоровье и жизнь человека очень пагубно. Хотелось бы сказать, что не употреблять наркотики и нашей молодежи в том числе, потому что это ведет к усугублению их собственной жизни, их окружающих, и ведет к ухудшению их здоровья, их жизни. Хотелось бы, что они сами осознавали, что они делают, и не принимать тот первый раз, который они пробуют, и в дальнейшем опасаться вреда наркотиков. Всегда проводятся вот такие мероприятия. Мне кажется, что они должны проводиться, потому что вот буквально увидеть сценку, которую они поставили, вот у меня прошлись мурашки, честно. И мне кажется, люди, которые действительно хотят вот вылечиться, посмотрев или же прочитав, они найдут какой-то способ, чтобы сделать какое-то лечение. А люди, которые употребляют, неважно, это наркотики, алкоголь или же курение, это люди, мне кажется, у которых какая-то проблема. Но просто так они не могут тоже этим заниматься. И главное, вот тут были люди, которые с больниц, главврачи, вот люди, которые проводят такого рода мероприятия именно в больницах. Мне кажется, что именно они делают большой вклад.
Только в Ингушетии на учете в наркологическом центре состоят около 1500 человек разных возрастов. По словам главного нарколога республики, зависимость и эффект определяются от группы наркотических средств. Есть психостимулирующие наркотики, а также есть те, что вызывают беспечное состояние. Другие дают психоактивность. Если наркотики органического происхождения, то эффект от них может оказаться не таким сильным. Если же они полусинтетические, они оказывают сильное влияние на психику и организм человека. На сегодняшний день у нас около 1500 человек, из них 242 это диспансерно зависимые, больные люди наркомании, и 1250 человек это употребляющие наркотики с вредными последствиями. Статистика, конечно же, неутешительная, растет она. Многие привыкли умалчивать о своих проблемах, боясь общественного порицания. Наркотики оборвали жизнь многих молодых и перспективных людей. Важно знать, выбор всегда за нами. Жить в мире, где обрывается связь с реальностью, или счастливо. Создавать семью, радоваться успехам своих детей. Подводя итог, участники согласились, что наркоманию можно победить только если бороться с этой чумой всем вместе, сообща. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.